Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Армия курдов окружила иракский Мосул, так называемую столицу самопровозглашенного террористического халифата. На севере Сирии боевики ИГИЛ также отступают к турецкой границе, используя население как живой щит. Не стреляйте, не стреляйте. Мы не виноваты. Они свиньи, они свиньи. Да-да, они свиньи, эти собаки рода человеческого. Олимпийский чемпион, пловец Дмитрий Баландин становится национальным героем Казахстана. Толпы восторженных алматинцев встречали его в аэропорту, а в родном дворе власти впервые за 29 лет срочно покрасили стены в его подъезде. Родила тройню после 2 пар двойняшек подряд. 30-летняя мать героини из кыргызстанского Оша принимает поздравления, пока материнский подвиг оценен пособием в размере $45 США. Сложно ли быть многодетным отцом? Не знаю. Я пока сам до конца не понял. Белоруссия потребовала от России заменить реактор, который строители уронили с большой высоты, на строительстве новой белорусской АЭС. И вот так ее пилил. Пальцы, отрубленные во имя справедливости. Житель российского Магнитогорска отрубает себе по пальцу в неделю, чтобы добиться суда над милиционерами, изнасиловавшими его жену. Мужик сказал, мужик сделал. Сирийские военизированные формирования Пешмерга при поддержке американских авиаций и спецназа почти окружили второй по величине город Ирака – Мосул. Джихадисты из ИГИЛ 2 года назад объявили Мосул столицей своего самопровозглашенного халифата. Наступление курдов идет практически со всех сторон – и с севера, и с юга. И штурм этого города является главной целью на 2016 год антитеррористической коалиции во главе с США. Бои курдских формирований с боевиками ИГИЛ на подступах к Мосулу носят ожесточенный характер. Однако, несмотря на сопротивление, наступление развивается стремительно. Захвачены десятки населенных пунктов, убиты сотни джихадистов. И наступающие курды и боевики ИГИЛ уничтожают друг друга с особой жестокостью. Курдские отряды исполнены чувством мести, так как во время захвата их территорий в Ираке армией ИГИЛ, по некоторым данным, было зверски убито от 100 до 400 тысяч курдов. Наши войска начали наступление с 2 сторон. Общий фронт наступления составляет 22 квадратных километра, а до этого уже освободили 100 квадратных километров. Во время боев танки и боевую технику наступающих частей сопровождают колонны бульдозеров и даже эскаваторов. Это является отличительной особенностью боевых действий в пустыне. Окруженные дома и укрепления просто сравниваются с землей мощными бульдозерами вместе с засевшими там боевиками. Уже к сентябрю курдское командование рассчитывает начать штурм Мосула. После возвращения этого города власти иракского Курдистана намерены провести референдум о выходе из состава Ирака и провозглашении независимости. На севере Сирии совместные силы курдов и демократической сирийской оппозиции окончательно очистили от ИГИЛ стратегический город Манбидж. Отступая из Манбиджа к турецкой границе, разгромленные боевики ИГИЛ использовали 2000 местных жителей в качестве живого щита. И вот, как сообщает Рейтер, большая часть этих людей была отпущена игиловцами после того, как им удалось оторваться от преследовавших их курдов. Толпы заложников едва не попали под дружеский огонь. Не стреляйте, не стреляйте. Мы не виноваты. Они свиньи, они свиньи. Да-да, они свиньи, эти собаки рода человеческого. Они разрушили наши дома, сволочи. Они закапывали нас заживо, когда мы были еще живы. Пусть Бог разрушит дома даже самых лучших среди них. Тем временем в освобожденном городе население празднует победу. Жители Манбиджа обнимаются со своими освободителями. Публично срезают бороды, которые заставляли их отращивать боевики. Женщины сжигают свои паранджи. Почти все, от мала до велика, вспоминают зверства, которые творили джихадисты, когда контролировали город. Они
забрали моих 2 двоюродных братьев. Одного убили, а второй вернулся без глаза. Мою тетю заставили надеть черное. Черным было все: носки, перчатки. Я не понимала, зачем все это нужно, но ее все равно забрали в тюрьму. Они ответят перед Богом за это. У нас теперь появилась вода и хлеб. В центре Манбиджа, на площади, где был установлен еще до захвата города ИГИЛ символический кораблик, боевики ежедневно устраивали показательные казни по приговору шариатского суда. Здесь они рубили головы людям и бросали их в это судно, и не давали забирать в течение 3 дней. Они говорили про убитых, что те не верят в Аллаха. Этого было достаточно, чтобы отрезать голову и заполнить головами всю эту лодку. Все это ужасная несправедливость. Они не имеют никакого отношения к религии. Мы всегда жили в мире с мусульманами. Мы знаем, что такое ислам. Но вот пришли эти негодяи и начали учить нас всех правильному исламу. Пусть Бог накажет их и поможет нам. Тем временем российская стратегическая авиация нанесла мощнейший удар по окраинам другого сирийского города – Дейр-эз-Зора. Его центр находится под контролем правительственных войск Сирии, которые уже 2 года сражаются в полном окружении. Российские самолеты сбросили свои бомбы на боевиков ИГИЛ, участвующих в блокаде. Вы видите кадры российского министерства обороны. 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22 заходят на цели и сбрасывают несколько десятков тонн бомб на укрепление джихадистов. А это кадры происходящего на земле. Российские военные заявили, что уничтожили несколько центров управления боевиков, 4 танка, значительное количество артиллерии осаждающих и до 1000 человек пехоты. Возросшая интенсивность бомбардировок Дейр-эз-Зора может свидетельствовать о подготовке наступления на этот город, который является ключевым на пути в сирийскую столицу ИГИЛ, город Ракка. Олимпийский чемпион, пловец Дмитрий Баландин, похоже, стал новым национальным героем Казахстана. Он вернулся в свой родной город Алма-Ата, где уже в аэропорту спортсмену устроили торжественную встречу с участием первых лиц города. Как только Баландин вошел в зал, он обнял маму и всех своих самых близких людей. Затем с победой спортсмена поздравил глава городской администрации и вручил Баландину букет цветов. Напомним, что победа казахстанского пловца стала сенсацией, будучи 8-м в полуфинале. В финале он приплыл первым. Для Казахстана это первое золото в истории страны в этом виде спорта. Торжественную встречу Баландину устроили и во дворе его родного дома. Там собрались соседи, друзья, родные и просто многочисленные поклонники нового героя. Они приветствовали Баландина по казахскому обычаю шашу, осыпая его конфетами. Радость соседей была еще связана с тем, что городские власти после победы Баландина в Рио отремонтировали подъезд, где он живет со своими родителями. Одна из соседок написала в социальной сети, что за 28 лет это первый ремонт, который здесь сделали. В Казахстане продолжается судебный процесс по делу бывшего главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева. Напомним, что его обвиняют в крупных хищениях и неуплате налогов. Уже несколько месяцев Матаев находится под домашним арестом, и его время от времени вывозят в Астану. Как заявляют адвокаты, суд даже отказал Матаеву, который страдает гипертонией и тяжелыми сердечными болезнями, в получении медицинских услуг. Вот как прокомментировала этот отказ адвокат Матаева Мадина Бакиева. Он объяснил свой отказ тем, что нет оснований для удовлетворения нашего ходатайства. Хотя прямо мы указали в ходатайстве о том, что имеются выписки, экспертизы имеются материалов дела. Какие должны быть основания, чтобы там человека забрали в реанимацию, наверное, на скорой помощи или как? Наверное, это и является для него основанием. Но теперь не знаем, как будет. Конечно, суд понимает всю ответственность. Мадина Бакиева также заявила о том, что во время следствия на ее подзащитного оказывалось давление с целью отнять у него информагентство «Костак» и другие медиаресурсы. Власти преследуют и самих адвокатов, участвующих в деле. Во время следствия пытались договориться. Как-то нас собирали всех за одним столом. Но Сейтказы Бисенгазыевича не было, был Асет, сын его. И были все подозреваемые по этому делу, чиновники с комитета связи и Казахтелеком. Давление оказывали на Асета, затем начали оказывать давление на нас, как на адвокатов, упрекая в непрофессионализме. Затем были отдельные, походы от этих чиновников к общим знакомым Сейтказы Бисенгазыевича.
с просьбой признать вину, возместить ущерб и чтобы всех освободили от уголовной ответственности. Ну а в отношении нас, защитников, мы тоже в свои профессиональные союзы обращались и в Международную ассоциацию юристов. За нами следят, к нам в офис тоже пытались проникнуть. На допросы вызывали лиц, которые у нас в офисе работают. Таджикские власти перед наступлением нового учебного года установили жесткий контроль над рынком школьной одежды. Отныне в стране фактически запрещено носить школьную форму, произведенную за рубежом. Власти аргументируют свое решение заботой об учениках. По мнению чиновников, дешевые синтетические ткани, из которых шьют школьную форму для Таджикистана в Китае, наносят существенный вред здоровью детей. Теперь ткани для школьной формы должны состоять как минимум на 60% из хлопковолокна, а шить форму будут таджикские швейные предприятия. Однако, как показывает практика предыдущих лет, обязательная для всех школьная форма, изготовленная в Таджикистане, стоит в несколько раз дороже, чем ее китайские аналоги. Это может сильно ударить по карману родителей, которые вынуждены тратить до половины своей месячной зарплаты на подготовку своих детей к учебному году, покупая одежду только в тех местах, на которые указывает государство. Как заявил министр образования Таджикистана, на швейные предприятия страны уже поступили запросы на изготовление школьной формы. Жительница кыргызского города Ош родила тройню после 2 пар двойняшек. Все село с нетерпением ждало, сколько детей у нее родится в 3-й раз. Но то, что 30-летняя Эльмира Сулайманкулова вынашивает сразу 3 детей, стало сюрпризом даже для самой женщины. После рождения тройняшек женщина получила от местных властей 3000 сомов. Это около $45. А от государства звание «Мать-героиня». В гостях у многодетной семьи побывала наша съемочная группа. 2 пары двойняшек. Бекзат и Айзат, и Айджан и Байджан такого подарка от своей мамы явно не ожидали. Эльмира на днях родила тройню. Теперь в их семье 7 детей. И по закону женщина официально стала матерью-героиней. Первую двойню я родила в 2009 году. Они у меня были 7-месячные. Вторая моя двойня появилась на свет 4 года назад. Вот теперь я родила тройню. Когда узнала, что будет 3, очень обрадовалась. Сейчас все хорошо. Вес у мальчиков Асана и Эсена 2 килограмма 700 грамм и 2 килограмма 85 граммов. У девочки Батмы вес при рождении был 2 килограмма 300 граммов. Малыши чувствуют себя хорошо и большую часть времени предпочитают спать. Хотя их появление на свет было непростым, роды для Эльмиры стали настоящим испытанием. Моей снохе пришлось очень непросто. Ей делали кесарево сечение. Она очень ослабла. Сейчас, слава богу, все хорошо. Она немного пришла в себя. Может детей брать на руки. Пополнению в семье, пожалуй, больше всех Рада и Сратапа. Это Бекзат и Айзат. Это первая наша двойня. Они родились 7-месячными. А это Айжан и Байжан. Это наша 2-я двойня. Их мама проносила 9 месяцев. Они родились здоровыми, с ними проблем не было. А вот с 7-месячными детьми было очень много хлопот. Поставить на ноги 7 детей Эльмире и Ниязбеку будет непросто. Просят помочь государство деньгами либо жильем. Но пока заработка главы семейства на жизнь хватает. Слава богу, пока ни в чем особо не нуждаемся. Детей растим. Сложно ли быть многодетным отцом? Не знаю. Я пока сам до конца не понял. Пока малыши еще не окрепли, семья живет в Оше у родственников, но уже скоро они уедут в родное село. Шавкат Тургаев, Эрнест Нурматов. В настоящее время город Ош, Кыргызстан. Далее в программе. Белоруссия потребовала от России заменить реактор, который строители уронили с большой высоты, на строительстве новой белорусской АЭС. И вот так ее пилил. Пальцы, отрубленные во имя справедливости. Житель российского Магнитогорска отрубает себе по пальцу в неделю, чтобы добиться суда над милиционерами, изнасиловавшими его жену. Мужик сказал, мужик сделал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов предоставить западным партнерам по урегулированию ситуации на востоке Украины убедительные доказательства того, что к подготовке диверсий и терактов в Крыму имело отношение Главное разведывательное управление украинской армии. Об этом Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел Германии в Екатеринбурге. Мы действительно не скрываем того, что нам известно. Вы сказали, что вы не знаете ничего, кроме того, что показывает российская сторона, но мы действительно показываем и тех людей, которых мы задержали, показываем их показания, показываем склады с вооружением и с боеприпасами, и с прочими приспособлениями, которые обычно используют террористы, взрывники
которые были обнаружены в Крыму. Конечно, мы не все можем показать, но у нас есть в дополнение к тому, что вы видите по телевидению, неопровержимые доказательства, что это была диверсия, которая планировалась давно, планировалась по линии Главного управления разведки Министерства обороны Украины и имела своей целью дестабилизацию обстановки в российском Крыму. Мы открыты для предоставления дополнительных фактов, помимо тех, которые были предъявлены общественности, нашим западным партнерам, которые всерьез заинтересуются тем, чтобы подобных вещей больше не происходило. Тем временем история с якобы имевшим место задержанием украинских диверсионных групп в Крыму, из-за которой президент Владимир Путин решил прекратить все переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата, становится все более запутанной. ФСБ России, обещавшая представить признательные показания задержанных, публикует видео допросов, где ни один из предполагаемых диверсантов не подтверждает своего возможного участия в планируемых терактах. В октябре 2015 года я был завербован в качестве агента Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Моя задача будет состоять в том, чтобы собирать на территории Крыма военную информацию. Тебе будут звонить люди, представляться, что они от меня, ты будешь их встречать, и они будут тебе говорить, куда ехать и что делать. Напомним, что на прошлой неделе российские власти опубликовали информацию о том, что в ходе задержания двух диверсионных групп в районе крымского города Армянск велась ожесточенная перестрелка, в ходе которой погибли 2 российских военнослужащих и были убиты несколько граждан Украины. Однако выясняется, что, возможно, перестрелка произошла по совсем другому поводу, не имеющего отношения ни к диверсиям, ни к терактам. Из города Армянск поступает информация, что на самом деле российские десантники и пограничники погибли во время конфликта со стрельбой на одной из местных свадеб, куда они были приглашены в качестве гостей, но зачем-то прихватили с собой оружие. Власти Республики Беларусь потребовали от российских строителей, которые занимаются возведением новой белорусской АЭС на границе с Литвой, заменить корпус поврежденного ядерного реактора. Напомним, что несколько недель назад из Белоруссии через прибалтийские страны стала поступать информация, что строители во время установки реактора уронили его с большой высоты, в результате чего и сам реактор, и его бетонное основание были повреждены. Российская сторона до последнего момента отрицала не только повреждение реактора, но и сам факт происшествия. Теперь, после заявления властей Беларуси, никаких сомнений в том, что на строительстве АЭС была нарушена технология, не остается. И Россия в этом косвенно призналась. Конфликт между заказчиком и подрядчиком на этой стройке грозит на несколько месяцев остановить возведение ядерной станции, так как любой новый реактор изготавливается по отдельному проекту, и эти работы требуют значительного времени. Житель Магнитогорска Игорь Губанов отрезал себе уже 2-й палец на руке в знак протеста. Он обвиняет сотрудников отдела полиции в избиении и изнасиловании своей жены. В Следственном комитете дело в отношении полицейских закрыли, а женщину заподозрили в ложном доносе. Тем не менее, Губанов решил добиться справедливости, рассказывает Екатерина Пономарева. Полгода Игорь и его жена пытались цивилизованно доказать, Целиму изнасиловали в участке после задержания. Но женщину саму обвинили по статье за ложный донос. И вот тогда Игорь взялся за ножовку. Вот этот палец, и вот так ее пилил. В ванную руку положил. Это я не для славы делаю. Это пока следователь не покажет адвокату, жене, общественному представителю видеозапись, я это вынужден делать, потому что все законные способы исчерпаны. Игорь говорит о видеозаписи с камер, что установлены в участке. На них, он уверен, преступление полицейских видно. 26 января после жалобы от соседки по коммуналке семейную пару привезли в отделение полиции Магнитогорска и развели по разным камерам давать объяснения. Тогда, когда изнасиловал Минаев, он сказал: я вам подкину наркотики, тебя и твоего сожителя посажу на всю жизнь. И он тогда тоже говорил: я тебя выкину за город, и тебя никто не найдет. Минаев – это прапорщик патрульно-постовой службы Магнитогорска. Он и сейчас работает. Снимать побои Целиме пришлось ехать в соседний регион, Башкирию. Говорят, в полиции Магнитогорска отказались давать направление. А видео из полицейского участка ни семье, ни их адвокату так и не показали, хотя ходатайства были не раз написаны. Следователь на протяжении всего дела от нас его скрывал. Они говорят о том, что да, имеется видеозапись, они ее просматривали, факты, указанные ей, частично имеются, поскольку запись была
Ну, немножко потерто. Кто там они потерли, кто там что потер, мы не понимаем. В полиции, что Игорь режет из-за них пальцы, знают. От комментариев отказываться не стали, но видеоответ записали сами. А это значит никаких дополнительных вопросов от журналистов. По данному факту службой собственной безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области проведена служебная проверка, по результатам которой факты, изложенные заявительницей, не подтвердились. Материалы служебной проверки были направлены в Ленинский межрайонный следственный отдел города Магнитогорска. И этот ответ полицейских Игоря, конечно, не устроил. Отпиленные пальцы он решил хранить, как вещдок, к его делу о полицейском произволе. В понедельник мне, я как понимаю, мне придется еще это сделать, вот этот палец уже. Это безымянный, да, по-моему? Вот. То есть безымянный палец мне придется отпилить. Ну, как я понимаю, действие следствия, мне придется отпилить его в любом случае. Потому что я обещал, принцип «мужик сказал, мужик сделал» должен быть осуществлен. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Так называемый марш равенства впервые прошел в украинской Одессе. Участники гей-парада смогли преодолеть всего 200 метров, но в прошлые годы им и этого не удавалось. Раньше мероприятия либо запрещали власти, либо срывали провокаторы. В этом году противники гей-парада решили устроить свой собственный контрмарш. Как Одесса выдержала 5 минут противостояния, расскажет Всеволод Ананьев. Полицейские окружают противников марша равенства в Одессе. Несколько лет подряд эти мероприятия срываются или отменяются. Силовики хотели запретить марш и на этот раз. Они опасались массовых беспорядков в городе. Но в последний момент городские власти разрешили геям и лесбиянкам пройти по Приморскому бульвару. Полиция оцепила квартал около мэрии. Марш ЛГБТ-движения длился всего 5 минут. Расстояние около 200 метров. Но организаторы убеждены, случилось важное событие. Там марш постоял под вопросом срыва, и нам не хотели согласовывать. Однако я рада, что управление города пошло нам навстречу, то, что нам полиция оказала поддержку, и я рада, что люди пришли, не побоялись. Журналист Денис Соколов уверяет, он традиционной ориентации, но пришел поддержать сексуальные меньшинства. Вокруг этого создаются какие-то провокации, какие-то люди резко выступают против, хотят даже вот сорвать и избить, напасть на людей. Я считаю для себя неприемлемым насилие, что кто-то будет просто избивать людей за то, что они хотят выразить свое мнение. Поэтому я решил прийти и поддержать их. Группа людей действительно попыталась прорваться через кордон и напасть на участников марша. Полицейские сработали оперативно, оттеснили парней в кольцо. Давай, закон! Вы красавцы! Вы не оскорбляйте! Давайте в зал! Не оскорбляйте! Давайте в зал на простите! Не оскорбляйте, немного ниже тон! Ну, давайте в зал! Ниже тон немного! Никто вас не боится, не надо рассказывать! Среди противников гей-парада были и люди, поддерживающие Евромайдан в Киеве. Они вступали в перепалки с прохожими. Вы все делаете. У вас в будущем будут дети. Что дети будут видеть, гуляя по парку? Как два голубя сидят там клювами трутся. Нападавшую на секс-меньшинство группу увезли в отделение полиции. На следующий день противники ЛГБТ организовали собственный марш. Семья! Держава! Слава Украине! Несколько десятков человек во главе с духовенством прошли центральными улицами города. Марш окончился без происшествий. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.